Вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум, з вами Ганна Соус. І сёння мы абмяркуем найбольш важныя падзеі, змены, тэндэнцыі ў беларускай сістэме аховы здароўя разам з анколагам Надзеяй Пятроўскай. Добрый день, Надзея. Добрый день. І гастроэнтерологам, эндоскопистом Лидией Тарасенкой. Добрый день, Лидия. Здравствуйте. Ну і я хацела б пачаць нашу размову з таго, што адбываецца з прыватнымі медычнымі цэнтрамі ў Беларусі цяпер. Нядаўна з'явілася інфармацыя пра тое, што Міністэрства аховы здароўя прыпыніла ліцэнзію цэнтру «Нардзін» на аперацыі і гісталагічную дыягностыку. Ну вот это не адзіны прыватны медычны цэнтр, які страціў ліцэнзію апошнім часам на некаторыя віды дзейнасці. Што за гэтым можа стаяць? Вядома, што прыватныя медычныя цэнтры бясплатна аказвалі дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій увосень. Ці можна гэта лічыць такой схаванай помстай, бо фармальныя прычыны могуць называцца розныя. Лидия, давайте с вас начнем. Я не знаю, что говорить на этот вопрос, потому что не могу залезть в голову тем людям, которые сейчас находятся внутри системы и принимают какие-то решения. Мне кажется, что уже давно многие решения принимаются наобум. То есть есть какая-то активность со стороны человека, ответственного за какой-то сегмент работы, и он волен делать любую дичь в пределах своей, так сказать, зоны ответственности. И амплитуда этой дичи все расширяется. Это может быть помста, это может быть попытка отжать каких-то денег, это может быть просто желание выслужиться, и все закрывают. Почему бы не закрыть медицинские центры? Я не думаю, что на этот вопрос можно найти однозначный ответ. Надея, што вядома вам з размоваў з калегамі, якія працуюць у гэтых цэнтрах, што вы можете про эту тэндэнцыю сказаць? Выглядае, што это пачатак такі. Я работала в частном медицинском центре, и как раз вот в августе прошлого года я тоже была сотрудником 2 частных центров, и прессингу, в общем-то, подвергся один из них, именно тот центр, который оказывал помощь пострадавшим, и причем оказывал помощь бесплатно. Что касается изъятия лицензии, хотела бы начать с того, что у любой медицинской процедуры, абсолютно у любой, даже у внутримышечной инъекции, есть свой спектр осложнений, который существует независимо ни от каких причин. Он просто есть. Он есть и в лучшей медицине в мире, там, в Израиле, в Америке. Он существует и у нас, и в России. И это не зависит от качества медицинской помощи. Есть этот спектр осложнений у любой медицинской процедуры. И когда это случается, скажем так, на базе центров в государственной медицине, то почему-то, в общем-то, это прощается и каким-то образом не выносится на всеобщее обсуждение, обозрение. Если же это происходит в частном секторе, из этого, как правило, делают какую-то образцово-показательную порку. И это, я повторяю, это еще не идет речь о медицинских ошибках, о врачебных ошибках, которые сейчас в связи с дефицитом кадров, например, в государственной медицине будут однозначно увеличиваться. И, в принципе, вот такая позиция чиновников Минздрава по отношению к частной медицине мне говорит о том, я вижу за этим определенную тенденцию, определенное желание продемонстрировать свое превосходство и поставить на место, опять же, успешный бизнес, который имеет место, медицинский бизнес достаточно успешно развивается. И таким образом зависть не очень удавшихся менеджеров реализуется вот таким путем. Помимо того, что это месть, это может быть еще элементарная зависть по отношению к более успешному бизнесу. Лідія, і ви, Надія, працювали некаторы час у прыватных медцэнтрах, фактычна все медыкі, якія працуюць у дзяржаўных установах, вымушаны гэта рабіць, таму што цяжка пражыць на адзін заробак. З вашего досведу, з ваших контактаў з цяперашнімі супрацоўнікамі прыватнай медыцыны, наколькі свабодныя яны ў сваіх рашэннях, напрыклад, браць на працу звольненых медыкаў, і што можа пагражаць медычнаму цэнтру, дзе не сталі аказваць нетэрміновую дапамогу, напрыклад, амапаўцу? Что вы, Лидия, откажете? Начну с конца. Вообще врач имеет полное право отказать в медицинской помощи, если она не экстренная. То есть это по закону, это по любому кодексу чести. У врача нету необходимости, нету моральных каких-то установок в
деонтологических, где-либо прописанных, что врач обязан оказывать не экстренную помощь. Нет, такого нет. И вот это вот существующее в информационном поле установка, что врач кому-то обязан, да нет, это такая же работа, которой я имею право отказаться. Экстренная ситуация, да, тут, к сожалению, ну, не к сожалению, нет, ну, то есть тут такова ситуация, что ты должен оказать помощь, если ты оказался в ситуации, где эта помощь нужна. Тут как бы без вопросов. Вот, поэтому, во-первых, врач может отказаться работать с тем, кто ему не нравится. Будь это ОМОНовец или какая-то продавщица, которая там, я не знаю, грубит, или другой врач, который грубит, неважно. Что может угрожать центрам? Ну, то, что сейчас угрожает любому человеку, любой организации в нашей стране, да, наказывают кого попало, как попало, прилетает абсолютно неожиданным людям, просто потому что они мимо проходили. То же самое касается и бизнеса. Поэтому что-то спрогнозировать, ну, у меня прогноз один. Пока люди не начнут как бы защищаться, будет только хуже. Все, что я могу ответить на любого рода такие вот вопросы. Как работалось в медицинских центрах, ну, это всегда был определенный риск, связанный вот с этой вот неизбежностью наказания за что попало. В частной медицине это свои риски, в гос другие риски, потому что, возвращаясь к тому, что говорила Надежда на предыдущий вопрос, в госах тоже наказывали за любую оплошность или за любое осложнение, которое вообще может быть не связано с твоей деятельностью. Но там наказывали точечно конкретных медработников, находили и назначали ответственного. В частной медицине, как правило, показательная порка устраивается для медцентра. Акценты другие, да, но в целом система работает одинаково. Она репрессивна, безжалостна и бессмысленно репрессивна. Прогнозы, ну, вот у меня прогноз очень какой-то простенький. Надея? Да, я, пожалуй, соглашусь с Лидией. В общем-то, именно так ситуация и выглядит. Помимо того, что, скажем так, для того, чтобы заработать себе на достойную какую-то жизнь, врач должен дежурить очень много, а после дежурства оставаться еще работать полный рабочий день. К слову сказать, здесь в Чехии это вообще не практикуется. То есть после дежурства доктор идет домой. Соответственно, опять же, процент ошибок и таких каких-то нарушений, которые связаны с человеческим фактором, минимизируются. У нас сколько не происходит таких ситуаций, выводы не делаются. И действительно наказывали, я согласна, наказывали и в государственных учреждениях, но это действительно были какие-то точечные репрессии, никогда это не было позором для всего учреждения. Что касается медицинских центров, здесь немножко другая ситуация. Мы уязвимы, это правда. Неважно, где мы работаем, в государственном учреждении или в частном, мы уязвимы. Вот я прапаную цяпер да іншай тэмы перайсці, ну, якая вынікае з ад'езду масавага ад'езду медыкаў з краіны і з масавым звальненнем медыкаў за іх палітычную пазіцыю. Ну, гэта тычыцца перагрузкі лекараў, як тых, якія засталіся, тыя, якія цяпер працуюць. Вот нядаўна медыкі 5-й клінічнай бальніцы звярнуліся да начальства з дакладной запіскай пра тое, што іх працоўны графік, арганізацыя працы катэгарычна не адпавядаюць працоўнаму заканадаўству. Ну, вот у некаторых аддзяленнях няма загадчыкаў. Што вам вядома пра гэтую сітуацыю з перагрузкай, наколькі яна шырока распаўсюджана ў шпіталях у Беларусі цяпер? Лідія, вы ўжо расказвалі у мінулую нашу перадачу, што адбывалася у онкалагічных цэнтрах, дзе вы працавалі. Ну, якую ацэнку вы б далі? Я уже говорила, возможно, даже в разговоре с вами, что по мне, по моим ощущениям, полная катастрофа произошла в 2018 году. Это взрыв Фукусимы, Чернобыль на уровне системы здравоохранения. Вот. И все, что сейчас происходит, это, не знаю, горит торфяное болото, догорает, короче, все проваливается. Уж простите, что я опять в негатив соскакиваю, но мне всегда казалось нелогичным то, что человек работает 32 часа подряд, и это его ежедневная реальность. То есть это не раз там в год происходит, да, а несколько раз в месяц. Такие вот рабочие смены.
медиков не хватает расходников, не хватает прививок, причем не только от ковида, уже с ковидом уже всем оскомину набила история с прививками, не хватает обычных прививок вроде БЦЖ, а на перспективу это такой очаг, эпид-очаг неблагополучный на много-много лет вперед. Отношения людей как внутри системы, так и за ее пределами растет недоверие, растет сегрегация общества. Человек человеку не доверяет никаким государственным институциям, в том числе и вот все истории с прививками, потому что это ведь какое-то планирование на будущее, горизонт планирования сокращается. Нам бы вот день прожить, до ночи простоять. И так на всех уровнях, так в больницах, где администрация увольняет сегодня сотрудников и не думая о том, что им делать завтра, как они вообще будут лечить людей. Все надеются на какое-то чудо, что придут интерны и что. Вот, эти интерны как придут, так и уйдут. Ну, мне видится все в состоянии полной дисфункции, если мы говорим про функционирование каких-либо государственных органов. Надія, з вашага досвіду працы на 3 працах адначасова, так і з вашага ведання сітуацыі цяпер ад калегаў, як вы характарызуеце сітуацыю з перагрузкамі просто і з нястачай медыкаў? На сегодняшний день в моем бывшем учреждении, в котором я работала заведующей, из 30 онкогематологов, из 30 врачей, в общем-то, которые являлись фронтом в онкогематологии детской, ушли в течение полугода 10 человек. Это треть. То, что строилось, то, что создавалось десятилетиями, в общем-то, за полгода, если еще не до конца разрушено, то прогрессивно разрушается. Та работа, которую выполняли 30 врачей, благополучно разделилась на оставшихся врачей. И, конечно, упала на плечи молодых, неопытных, неоперившихся специалистов, которые, в общем-то, даже не знают, на что они идут и под что они подставляются и подписываются. В общем-то, это такой очень трагичный момент, когда виноватыми сделают, в общем-то, невиновных людей, которые еще просто не понимают, как у нас все функционирует внутри системы. Ну и в связи с этим у меня тоже очень печальные прогнозы. Я говорю за те учреждения, в которых я сама трудилась, и о чем я могу сказать с определенной долей уверенности. Людям работать тяжело, они работают на износ, и мне печально вот об этом слышать, об этом знать. Но такова реальность. И вы, Надея, вы, Лидия, съехали с краины с причины палітычнага пераследу, вы, Надея, самі былі арыштаваны, сидзелі на крэсце. Вот я трэці апошні блок нашай размовы хацела прысвяціць вельмі балючай тэме стану здароўя за кратамі, медычная дапамога за кратамі. Кожны дзень мы чытаем навіны пра тое, што камусьці з вязняў патрэбная дапамога, як вот цяпер Рыгору Кастусёву, а ён не можа і атрымаць належнай дапамогі у турэмным шпіталі. Вось 3 маіх калегаў, журналісты «Свабоды», нядаўна выйшлі за Крэсціна пасля 10 сутак, яны фігуранты крымінальнай справы, і все 3 цяпер ходзяць па дактарах, таму што вот пагоршылася здароўе ў іх пасля нечалавечых умоваў цяперашніх на Крэсціна. Вот Андрэй Скурко з нашай Нівы, які мае дыябет, вот трапіў у турэмны шпіталь. У яго правдападобна каранавірус, ну вот істотнае пагаршэнне, паколькі ён не атрымаў належных медыкаментаў, як інсуліназалежны хворы. Вот, Надзея, да вас спачатку пытанне, вы былі на Крэсціна. Якія найбольш распаўсюджаныя хваробы яно адразу дае Крэсціна людям? Якія хваробы правакуе? В принципе, скученность, конечно, это в любом случае фактор риска заражения любой инфекционной патологии, любой. На момент, когда я была задержана, была 2-я или 3-я уже волна ковида, и практически все, кто прошли окрестина, либо заболели во время, перенесли лихорадку и гриппоподобный синдром либо во время заключения, либо уже после, но практически 100% задержанных были
в общем-то, с этой инфекцией. Люди, у которых есть какие-то фоновые хронические заболевания в виде диабета, ковид протекает гораздо тяжелее, непредсказуемо, и опять же, это фактор бесчеловечного обращения с заключенными, то есть ни о какой гуманности здесь речи идти не может, это за пределами понимания добра и зла, то есть это несоблюдение каких-то минимальных стандартов содержания заключенных, я об этом тоже уже говорила. Система бесчеловечна, что можно сказать. І вы гаварылі, калісьці мы з вами ў прыватнай размове абмяркоўвалі пра тое, што з'яўляецца ў некаторых жанчын такі нетыповая такая з'ява, што яны в туалет просто не ходят, да, некоторый час. Да, это так называемое стрессовое состояние, когда сложно, особенно девушкам с повышенным уровнем стыдливости, это совершенно невозможно помочиться даже просто потому, что там незакрытое пространство. То есть это особенный такой, я бы сказала, изощренный стиль давления, психологического давления на заключенного. Причем это же не криминальный контингент, это люди интеллигентные и с высоким культурным уровнем. И вот их подвергают, в общем-то, такому вот изощренному унижению. Лидия, тое, што я хочу да вас звярнуцца з якой прапановай, яна, магчыма, няправільная, але мушу я запытацца пра тыя парады, якія можна даць людзям, якія могуць трапіць за краты. Вот як у гэтых нечалавечых умовах хаця б як паспрабаваць захаваць здароўе? Мне бы очень хотелось иметь на этот случай рецепт, но естественно, что у меня его нет, как нет и ни у кого. Даже маленького дельного совета, наверное, я не могу придумать, кто я такая, чтобы раздавать вот такие вот парады кому-то. Да и не услышат меня те, кто сейчас находится за решеткой. Да, конечно, хочется, чтобы они перенесли это с минимальными потерями для своей психики и для своего здоровья. Но что им туда порекомендовать, у меня нет для этого советов. Но я надеюсь, что этот разговор услышат те, кто еще не там, да, но все равно те люди, которые находятся вот в этом вот концлагере, который сейчас сделан на территории Беларуси. Хочется сказать людям, что не спешите расписываться в собственной беспомощности. Система действительно людоедская, и она делает все, чтобы люди сидели тихо, чтобы не высовывались, чтобы не принимали никаких решений и плыли вот по этому течению в пасть, просто, которую сейчас уже абсолютно очевидно расставили те, кто захватил власть в стране. Не поддавайтесь на... Это все сложнее с каждым днем, да, действительно, с каждым днем репрессии все сильнее. Но пока мы живы, у нас есть возможность что-то предпринять. Каждый день мы принимаем кучу мелких решений, там, встать с кровати или нет, пойти на работу или нет. В том числе есть решение, когда терпеть хамство от начальника или не терпеть, работать за троих или не работать за троих. Я не знаю, вводить пациенту физраствор, потому что нету лекарств, или сказать об этом кому-то в открытую. Из таких маленьких решений на самом деле каждого маленького человека складывается общество. И когда критическая масса людей готова к каким-то действиям, общество живет по-другому. Когда все мы поддаемся вот этому дракону, к сожалению, происходит то, что происходит сейчас. Пока мы живы, пока мы не в тюрьме, у нас есть возможность что-то предпринять, и каждый знает, как поступить правильно в конкретной ситуации. Не идите на сделки с совестью, потому что иначе будет все больше людей вот в этих концлагерях. Дякую вялікі пра сістэму аховы здароўя і не толькі пра яе, але пра сітуацыю ў краіне. Мы размаўлялі з дактарамі, з анколягам Надзеяй Пятроўскай, гастраэнтэрологам, эндоскапістам Лідіяй Тарасенко. Дзякую вам вялікі. Всяго найлепшага. Спасибо. До свидания. До побачення.